Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de me balader un petit peu dans la rue parce qu'il fait très beau. Je me baladais sur l'avenue Le Cœur ouverte à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Et n'importe qui, ce fut toi. Je me demande pourquoi y a-t-il autant de voitures dans les rues aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une fête? Non, peut-être que c'est la plus active période de la semaine, c'est le midi. Ouais. Donc, nous sommes au milieu de la semaine, au milieu de la journée. ouais. Конечно, мне хотелось бы, чтобы наши встречи с дядей были бы более чаще, проходили бы более чаще. Но дело в том, что чаще всего он очень занят. И в дневное время редко удается встретиться. Дядя намного лучше меня знает французский язык, потому что у него было больше практики. И, конечно, каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я пытаюсь воспользоваться этим случаем, чтобы попрактиковать свой французский. Абдуллахи Боков, директор студии иностранных языков «Британика Грозный», владеет английским и французским языками. По словам его учеников, очень интересный и забавный преподаватель, с которым можно пообщаться на любые темы. Всегда находится в хорошем расположении духа. Друзья уверены, что у него превосходное чувство юмора, хотя сам Абдулла говорит, что совершенно не умеет шутить. Мое настроение очень часто зависит от настроения окружающих. Я такой человек, который восприимчив к настроению окружающих. Но, как правило, у учеников хоть у кого-нибудь, но бывает хорошее настроение, и поэтому это почти всегда хорошее настроение. Вот. Хотя иногда бывает такое немножко, но это немножко депрессивное, но это очень такой короткий период. Дело в том, что я не люблю однообразие, а депрессивное состояние – это уже однообразное такое состояние, мне надоедает. Несмотря на то, что рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера, Абдул умеет сохранять хорошее настроение. Он привык не обращать внимания на усталость. Именно глядя на таких людей, чувствуешь себя бездельником. Все его время проходит в школе иностранных языков, которую Абдул открыл несколько лет назад в Грозном. Быть любопытным. Почему так? Почему вот так? А как это у нас, в нашем языке? Дело в том, что язык легче выучить, если ты можешь сравнить с чем-то. Вот если кто-нибудь знает, хорошо, если человек знает хорошо свой язык, он сравнивает, вот это как в нашем языке. Все те, которые ко мне ходят, они либо учатся, либо работают. И это уже подразумевает, что они у них не будет времени готовиться дома. Вот, и поэтому нужно сделать так, чтобы они на занятиях проявили себя так, чтобы им не пришлось бы этот материал повторять дома. Вот, и в школе у нас нету так, чтобы вот сегодня мы поучили один материал, а завтра другой. Нет, так не бывает. Пройденный материал уже постоянно надо повторять. И последующие занятия, они уже включают задания на знание предыдущего материала. И так что хотят они или нет, если они будут ходить, то они это запомнят. Абдулла родился в Грозном, мама была учительницей, а папа строителем. Будучи большими фанатами своего дела, они хотели, чтобы сын пошел по их стопам, то есть стал либо педагогом, либо строителем. В какие только кружки родители не отдавали его в детстве. И вообще очень много внимания и времени уделяли его воспитанию и развитию. В итоге, после окончания школы, в 1992 году Абдул поступает на филологический факультет Чеченского государственного университета на англо-чеченское отделение. Дело в том, что тогда мода была на экономистов и юристов. Вот, если ты на юридический пошел, это круто, да, там, на экономические, финансово-экономические. И потом уже наш Грозненский колледж закончил банковское дело. Но окончить родной вуз Абдулле не удается по известным причинам.
ему пришлось оставить учебу и переехать в Пятигорск, где он поступил в Пятигорский государственный лингвистический университет, но уже на факультет французского языка. Жизнь за пределами родной республики, вдали от родителей, была полна разными событиями, как приятными, так и не очень. Но, пожалуй, одним из самых интересных периодов того времени он считает живое общение с иностранцами. Тяжело было учиться, потому что я вот сижу там, в тепле, в хороших условиях, учусь в то время как мои родители и все близкие, они как беженцы. Как-то вот это меня сильно давило на душу. Сыграла роль влияния родителей. Они куда только меня не отдавали. В ансамбль, в кружок даулистов, потом в кружок фотографов, на плавание, куда угодно, посмотреть, к чему я проявлю интерес. Но потом, дело в том, что до войны, ну даже, скажем так, до 90-го года, я видел своего дядю, который вечером слушал радиостанцию «Голос Америки» на английском языке. И он сразу же это переводил там, своему отцу, братьям, сестрам. И я тогда думал, вот какие же это возможности иметь доступ. Ну, в принципе, я тогда это не думал вот именно такими словами. Он имел доступ к гораздо большей информации, и как-то меня это впечатлило. Именно в тот период, когда я изучал английский язык, каждое утро с 8 до 10 американское радио «Голос Америки» на английском языке так чисто передавал, и так чисто его можно было слушать эти 2 часа, что просто слушая эти передачи, я во многом выучил английский язык, запоминал слова. Абдулла бывал рядом, он видел то, чем я занимаюсь, и он тоже, конечно, зажегся вот этим. И потом уже после меня он поступил в тот же с сестрой, а он и сестра, они поступили в тот же институт, куда меня в свое время повела моя сестра, его мать, и вот так пошел по моим стопам. В 2006 году Абдул окончил Пятигорский государственный лингвистический университет, а в 2008 году приехал в Чеченскую республику. Некоторое время работал в международной организации. Кстати, в настоящее время он обучает английскому языку их сотрудников. В 2012 году он открывает свою студию иностранных языков «Британика Грозный», где обучают английскому и французскому языка, и куда очень часто приезжает много иностранных гостей. On top of the mountain, it reminds me some ancient Dagestani villages. Also, تعطون شهادتي شو Когда я закончил университет, моя мать, как педагог, она хотела, чтобы я хоть немного попреподавал. А я готов был пойти на стройку, лишь бы не преподавать. Ну, долгая история была. И в этот момент мне предложили работу на руководящей должности в школе Дини Шейха Арсанова. Вот, я незамедлительно этим воспользовался, потому что это сулил такой хороший опыт, который мог отразиться тоже очень так, позитивно на моем резюме. И дальнейшей моей целью было уже подать в Красный Крест, но уже сразу на миссию. Ну и до сих пор есть серьезные шансы, но потом, как сотрудник этой школы, мне надо было хоть немного, но преподавать. А потом, когда начал преподавание, дело в том, что туда приходят очень мотивированные ребята разных возрастов, с разным опытом работы, и как-то меня это увлекло. Hi girls, I will read it. We must find at the Lerma. Интерес к изучению иностранных языков у Абдуллы был с детства. Любимым уроком в школе у него был именно английский язык. Родители часто покупали ему рассказы на английском языке, и он мог часами их увлеченно читать и пересказывать. И еще в раннем возрасте Абдул понял, как важно знать иностранные языки и какие перспективы и возможности открываются перед теми, кто их знает. Действительно, мне повезло и в школе с преподавателями английского языка, причем с начальных классов. Не помню фамилию, но в начальных классах была Елена Михайловна. Вот. Дома уже родители покупали книги. Даже теперь я удивляюсь, почему они покупали не детские книги, ну, допустим, избранные
детективные истории Агаты Кристи на английском. Там серьезная лексика, мне даже иногда сейчас приходится сверять со словарем, с толковым уже, чтобы знать нюансы какого-нибудь слова. И, в принципе, мне кажется, они оказали мне большую услугу, потому что я не люблю своим ученикам давать адаптированное чтение. То есть они читают, но теми же словами, которые они уже знают. И это не приводит к тому, что не приводит к обогащению их языка. И, в общем, я противник этого, и поэтому даже вот сейчас даю литературу не адаптированную и фильмы тоже, которые предназначены не для преподавания, а для просмотра носителей языка. Если ты случайно заденешь человека на улице, Извинюсь. Он будет кланяться и просить прощения. Снимет шляпу, поздороваться. когда ты можешь закричать на человека? Когда он кричит на меня. Так. Но если человек уже с 10-го раза не понимает, он уже 11-й раз будет кричать. Твое любимое слово на английском. Marvelous. Чудесно. Думаю, Fabulous. симultaneously. Одновременно, в то же время. Если тебе дорогу перейдет черный кот, Нормально. Я не суеверный. Позже он, значит, Зовет за к ним, себе за ним кота. пойдет и, значит, как-то попытается нейтрализовать, чтобы уже впредь не переходить. Вред не причинял кот, да? чтобы тебя все любили, нужно. Быть червонцем. Быть рядом. А я бы сказал, чтобы его все любили, ему нужно иметь любимую жену. Если бы ты был художником, ты в первую очередь нарисовал бы. Ребенка. А потому что с ребенком не ассоциируется ничего плохого, как правило. Группу себе, Иностранцев. да, туристов. Ну, так как он более-менее связан с языком, он нарисовал бы себя, значит, гражданином всего мира. Твой самый большой страх. Ну, опозориться, наверное. Вот и все. Значит, он, естественно, дорожит друзьями, ему страшно потерять своих друзей. Вот один из страхов его. Умеешь ли ты решать простые математические задачи? Думаю, да. Совсем недавно. Дело в том, что я учу детей математике, но на английском языке. Так что это я могу. Я бы сказал, что умеет, но математика из него, как от меня космонавт. Но если он решает через, значит, гуманитарную науку. Значит, понимаете, как это? Твоя реакция, если в магазине тебе не додали сдачу? Я как-нибудь все-таки намекну, думаю. Как раз такие математические решения будут уже решать. Голландцы, американцы, французы, люди какой только национальности не гостили у Абдуллы. Вот уже несколько лет он знакомится с иностранцами в интернете и приглашает их в Чеченскую республику, а большинство из них селятся у него дома. Первыми, кто нанес визит еще во времена его студенческих лет, были американцы, с которыми он познакомился в Пятигорске. С тех пор каждый год Абдул встречает у себя на родине людей совершенно разного возраста и национальности, но которых объединяет общий интерес к нашему региону, его культуре и к самим жителям. Ну, после того, как первый иностранный гость здесь побывал, он поделился своими впечатлениями на своих страничках в соцсетях. И после этого регулярно начали выходить со мной на связь другие иностранцы, причем с разных концов света, из Голландии, Австралии, Финляндии. Мне понравилась фраза одного из них. Я думал, куда бы его отвезти, чтобы ему показать. Он сказал: просто хочу прожить с вами вашу жизнь. Все, и ничего особенного. Ну да, высотки, музей, там это все было, но в основном им нравится компания. И бывает очень странно, когда знакомлюсь со своими друзьями, а друзья спрашивают: ну что ты забыл здесь, в Чечне?
Вот, и один иностранец ответил: вот приедешь ко мне в Голландию, я тебе скажу тоже, что ты забыл здесь в Голландии. Вот, это комплекс местных жителей. Они, как правило, местные жители не посещают свои достопримечательности, которые находятся вокруг. Им все кажется, что интереснее где-нибудь там, где нас нет.